Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что очень-очень тайное совсем скоро станет явным. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, буквально на пороге мужчина у вас стоит, топчется, такой нерешительный, и хочется зайти к вам, в ваш дом зайти, постучаться в вашу дверь. Ну и тут же, знаете, какие-то страхи его сковывают. Девушки, женщины, вы все, конечно, разные, но это точно какой-то ваш бывший. Бывший, который либо побоялся с вами развивать отношения, либо тот, с кем вы очень некрасиво расстались. Опять же, это по его вине вы расстались. Вот он топчется у вас на пороге, грубо говоря, у вашей входной двери. Ему очень хочется вернуться. Вот именно сейчас, последние несколько, может быть, недель, дней до него наконец-таки дошло, что он вас любил и что вы женщина всей его жизни. С одной стороны, он счастлив от этого, с другой стороны, очень грустно, потому что понимает, что вы женщина принципиальная, понимает, что вы не простите ему того его мерзкого и скверного поведения, которое он себе позволил в отношении вас. Возможно, в самые ближайшие часы, дни вы узнаете, что этот бывший наводит о вас справки. Вы будете о нем слышать от каких-то общих знакомых, вас будут расспрашивать, а что ты думаешь по поводу этого мужчины, либо а какое твое отношение к нему, а готова ли ты простить, и приблизительно история из вашей жизни, из вашего прошлого. Здесь у него есть как пособники, не пособники, наверное, помощники, помощники, которые очень сочувствуют ему и хотят, чтобы он действительно был с вами. Потому что именно с вами он был как никогда хорош. Либо когда он был с вами, он был намного лучше, чем сейчас. Вы действительно его тянули, вы его вдохновляли, вы ему помогали. Понятно, что вы все разные, у каждого по-своему произошел расход, развод, но тем не менее, до него дошло, и он понял. Здесь у одних отыграется, что четко идет попытка вернуться, причем вернуться на правах мужа либо парня, а у других мужчина так и останется топтаться у двери. Но если уж вы прям совсем принципиальная женщина, прям так четко заявите, что нет, назад дороги тебе, дружочек, нет. И передайте, что я никогда не забуду, не приму и не прощу. Но в любом случае я вижу, что вам будет приятно. А вам будет приятно, что наконец-таки до него дошло. И пусть спустя месяцы и годы этот мужчина понял, кто вы были для него, кто вы были в его жизни. Честно скажу, я вижу, что кто-то из вас просто невероятно принципиальная женщина. И вы имеете на это право. Может быть, очень сильно вас обидел. Может, вы душу перед ним открыли, сердце и душу, а он прям очень жестко поступил. Нет ему прощения. А у кого-то отыграет, что возможно, вы еще так скажете: окей, я не злопамятная, но если ты исправился, изменился, давай попробуем. Давай-ка дам тебе такой маленький шансик. Давай, покажи, что ты там понял, каким ты стал. Явно бывший топчется у вас на пороге. Дошло, понял. Так, еще с правой стороны Луна, которая отвернулась. Попытка магического воздействия. Воздействие на вас, либо на ваш дом, на ваших близких.
Луна отвернулась. Здесь, скорее всего, уже как обратка пойдет. Кто-то желал вам негатива, зла. Может быть, действительно какие-то магические действия были против вас сделаны. Может быть, это какой-то посыл, оговор, как клевета, обвинение даже в чем-то, да, вот как кто-то вас, либо ваших близких, грубо говоря, вашу семью, да, оклеветал, обвинил. Луна развернулась и в другую сторону смотрит на того, кто это сделал. Смотрите, очень сильная у вас защита, очень сильный род, очень сильный ангел-хранитель, да, человек вы светлый, добрый. Не позволят вас обидеть, не позволят вам зло причинить. Здесь даже не успев до вас дойти, вот это зло, оно обернется бумерангом и полетит в того, кто его выпустил. Грубо говоря, на ваших глазах какая-то разыграется сценка, либо драма, когда человек очень жестко на ровном месте, грубо говоря, на ровном месте получит очень сильный удар свыше. Ну, если, грубо говоря, примером сказать, да, вышел человек на улицу и в прекрасную солнечную погоду, и в него молния попала. Ну, грубо говоря, так. Может и так отыграется, может немножко по-другому. Но человек на ровном месте наживает себе огромную проблему, да, сильнейший удар получает. Там, где другие проходят и ничего с ними не происходит, то с вашим недоброжелателем, тем, кто хотел вас оклеветать, обидеть, либо магическим образом как-то на вас повлиять, здесь очень мощный, грубо говоря, прилет, да, причем свыше, и вот четко в цель, да, человеку не поздоровится. Обратите внимание на свое окружение, ближнее и дальнее, да, люди, с кем вы общаетесь, либо за кем вы можете наблюдать. В ближайшие 2 недели явно кто-то очень сильно пострадает, либо с кем-то произойдет просто беда-горюшка. Вот именно этот человек против вас, против вашей семьи что-то затевал и делал. Человека таким образом и наказали, и остановили. Тот, кто заболеет, какие-то неприятности случатся, грубо говоря, там пострадает, да? Именно этот человек был вашим злейшим врагом. И его остановили и наказали. Вернее, его наказали и остановили. Так, еще. Здесь образ мужчины, который принимает решение. Решение, кстати, судьбоносное. Решение далось ему муками. Да, он очень долго и много мучился, прежде чем на это решился. Смотрите, в самый неожиданный момент мужчина вам об этом скажет. Мне еще показывают вашу реакцию. Реакция такая, вот типа несерьезная. Вы подумаете, что он шутит. Вы подумаете, что он говорит несерьезно, как разыгрывает вас. На самом деле глаза будут очень у него серьезные. Вы обалдеете от этого решения. Вы могли ждать чего угодно, но только не этого решения. К сожалению, вы, все слишком разные, да, здесь четко не показали, что за решение. Но оно судьбоносное. И его задевает, и вас. То есть влияет и на него, и на вас. Наконец-таки он решение и принял. Удивительное событие. Кстати, с правой стороны, поэтому плохого не ждите, либо его решение, оно все-таки позитивом отыграется и для вас, и для него, каким бы оно ни было. Бывают такие ситуации. Так, еще я вижу у вас момент, когда вы поглощаете какие-то знания. Вы их можете поглощать из книг, из видео, может быть, даже от другого человека перенимать какие-то знания. Что-то вас очень сильно заинтересует. Либо вы поймете, что вам не хватает, катастрофически не хватает каких-то знаний. Вы начнете их искать, и вы их обязательно найдете. Если в вашей жизни сейчас что-то не складывается, не получается, не срастается, не идет так, как вам хочется, вот здесь явно пробелы в знаниях. И скоро вы это поймете, начнете очень усиленно обучаться себе во благо. Благодаря своим знаниям вы себе по кирпичику выкладываете новую дорогу, новый путь. Причем очень такой красивый, широкий и светлый. Как там говорили, да, мудрые люди. Знание — свет, да, либо в знаниях сила. У вас так в жизни отыграется. Так, и еще. Женщина кормит змею, кормит с рук.
Ну, какую-то змею вы прикормили. Вы как хотите, но кого-то вы прикормили. Вы стоите с правой стороны, змея с левой стороны. Кстати, змея, она кобра. Она ядовитая, она опасная. Да, она не раскрывает свой капюшон сейчас, и вы не можете рассмотреть, что это кобра. Но то, что это змея, вы явно подозреваете, но не хотите в это верить. Возможно, какая-то ваша знакомая, может быть, недавно вы с этой женщиной начали контактировать, ну, допустим, там, на работу устроились, и это ваша коллега, либо ваша начальница. Может быть, соседка у вас новая такая, прям общительная, улыбчивая появилась. Змея, змея-кобра, ядовитая и опасная, а вы ее прям с рук кормите. Вы очень сильно рискуете. Очень сильно. Она вот привыкнет есть ваших рук, потом ей будет мало, она будет требовать еще больше. Да? Не играйте, пожалуйста, с огнем. Если у вас на какого-то человека идет реакция, либо вы как определиться не можете, да, что за человек, хороший либо плохой, старайтесь брать дистанцию. Эта змея, она опасная, она заползает слева, понимаете? Могут быть очень неприятные последствия общения с этим человеком. Человек, да, очень хитрый, очень ловкий и умеет понравиться. Есть такой шарм, очарование, либо даже обладает гипнозом. Но на самом деле ядовитая, опасная. Мне почему-то идет, что это кто-то из новеньких. Вот с кем вы недавно начали контактировать, недавно познакомились, вот общение у вас совсем там короткое идет. Змея, причем такая опасная. Кобра — это очень опасная змея. Будьте поаккуратнее, не станьте жертвой этой змеи. И да, доверяйте своей интуиции, потому что вижу, вы ее вроде как и кормите, а перед глазами у вас песок. То есть вы что-то чувствуете, у вас какие-то мысли идут по поводу этого человека, как интуиция подсказывает. Либо ангел вам на ушко шепчет. Не делай этого, не общайся, это опасный человек. Да, что-то есть. Так, что еще тайное станет явным? Смотрите, вот мужчинка пакует подарок, готовит подарок. Что-то прям такое, смотрите, большое и серьезное. Девушки, женщины, вы все разные. Да? Кто-то замужем, кто-то в любовной связи состоит. Здесь явно мужчина для вас готовит очень серьезный и дорогой подарок. Все это делает скрытно, готовит давно и очень сильно переживает. Видите, ноги полусогнутые. У одних отыграется, что прям боится, что не угадает, не угодит. А у других отыграется, что мужчине конкретно пришлось напрячься, да, чтобы для вас такой подарок приобрести. И опять же, стресс от того, что вроде как то, что она хотела, но может быть и я ошибся. Будет вам в какой-то торжественной обстановке дарить этот подарок. Возможно, у вас совсем скоро какая-то знаменательная дата, памятная дата. Например, юбилей, день рождения. Возможно, ваша общая дата, да, сколько-то лет вместе, либо там день, когда вы познакомились. Ну прям, да, смотрите, как старается, прячет, готовит. Он, кстати, какую-то женщину привлекал, просил, чтобы она ему подсказала, что вам дарить. Вот маленькая собачка. Кстати, возможно, женщина маленького роста. Вот это она его как надоумила, либо, может быть, помогала выбирать, подбирать. В общем, тут все было очень шито-крыто, и это был подарок. И это подарок для вас. Да, если мужчинка ваш поменялся, стал таким загадочным, молчаливым, денег меньше стал приносить, это точно он вам подарочек этот покупал. Большой подарок, много денег стоит. Так, еще с левой стороны у вас какая-то цепь разрывается и прерывается. Цепь. С кем-то вы были связаны, причем связаны очень сильно. У кого-то даже отыграется, что вы под влиянием этого человека долго были. Начинаете вы от этого человека отходить. Связь между вами начинает ослабевать. И это хороший знак. Потому что вы с этим человеком, как белое и черное, очень разные. И по-разному мыслите, по-разному живете, в разных энергиях находитесь.
скорее, как, знаете, несовместимость идет у вас с этим человеком. Связь между вами начинает слабеть. Возможность разрыва, да, разрыва, отхода, либо выхода вашего из-под влияния, которое на вас оказывается. Вы уже сильнее, чем были раньше. И буквально, может быть, в каком-то самом ближайшем времени вы почувствуете, что мной манипулировали, мной управляли, на меня влияли, меня заставляли делать то, что я не хотела, либо то, что было для меня, ну, например, не полезно, а наоборот фатально. Вот вы о ком-то что-то поймете, и связь с этим человеком у вас мгновенно прервется. У вас будет достаточно сил, чтобы эту связь просто в один момент разорвать. Здесь явно как манипуляция, управление, влияние и, возможно, даже как гипноз, да, как воздействие на вас шло. Кстати, долго этот человек на вас так влиял и вами манипулировал, даже, возможно, не 1 год. Но, наконец-таки, эти цепочки, они начинают разрываться, которыми вы были связаны. В самом венце здесь замысел судьбы для вас, либо о вас. Смотрите, здесь 2 прекрасные птицы, они летят вверх. Летят вверх туда, где радуга, где прекрасные пушистые облака. Это романтика, это счастье вдвоем. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется, что в любовной теме, да, в любви вы с кем-то прям парите, да, парите в небесах, вы влюблены, вас любят, и вы очень будете счастливы. А у других отыграется, что может быть в каком-то бизнесе, либо в каком-то сотрудничестве 2 человека добьются максимального успеха. Да, вот состояние полета, этой радуги, этого прекрасного неба. Здесь замечательное событие. Это то, что готовит вам судьба. И еще образ человека, который как знает о вас, либо хотел бы каким-то образом, не знаю, поучаствовать в вашей жизни, что-то для вас сделать, чем-то вам помочь, как-то, ну вот как выделиться, что ли. Возможно, ваша история, она тяжелая, грустная. Может быть, вы столкнулись с какой-то проблемой. Возможно, этот человек не знает вас лично, но о вас наслышан. И вот как человек принимает решение, что я хочу помочь, и я буду помогать, либо я обязательно помогу. Решение уже принято, только оно еще вам не озвучено. У вас появится какой-то то ли защитник, то ли помощник. Опять же, по воле судьбы. Нужному человеку, либо важному человеку, сильному человеку стало известно о вашей проблеме. И этот человек будет призван судьбой, и опять же, сердце ему подскажет, да, что нужно вам помочь. Кстати, помощь будет колоссальной, и она не будет разовой. Она будет как на протяжении, например, какого-то периода вашей жизни. Либо поможет в одном, поможет и в другом. Но здесь очень добрый, светлый человек, и у него власти много, у него возможностей много. Будет вам как защитником, покровителем, станет вам помогать. Но опять же, это сама судьба, да, сама судьба ведет к вам этого человека. Хорошие на самом деле знаки. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.